Президент Путин играет важную роль в решении сирийского кризиса, так считает канцлер Германии Ангела Меркель. Я считаю, что российский президент Владимир Путин имеет большое влияние на то, дойдет ли до режима прекращения огня, чтобы можно было оказать гуманитарную помощь людям в Алеппо. Это крайне необходимо, и я указала на это в разговоре с ним. Кроме Ангели Меркель, сирийский вопрос с Путиным обсуждал и Барак Обама. Но полуторачасовая встреча двух лидеров, на которой возлагались большие надежды, провалилась. Американский президент Обама характеризовал ее как искреннюю, прямую и деловую. Мы достаточно продуктивно обсудили наше представление о том, как должно выглядеть реальное прекращение огня. Это позволит США и России сконцентрироваться на наших общих врагах – ИГИЛ и Аль-Нусра. Но принимая во внимание отсутствие доверия между нами, это делает переговоры очень сложными. Президент Путин после провалившихся переговоров высказал немного больше оптимизма. Мне кажется, что мы на правильном пути и могли бы, во всяком случае, на какой-то период времени договориться о том, чтобы предпринять взаимно, хочу это подчеркнуть, энергичные попытки ситуацию в Сирии оздоровить. Ну а комментаторы расценили язык жестов двух лидеров как напряженный. США и Россия поддерживают противоборствующие стороны в сирийской войне. США поддерживают курдов, сражающихся против так называемого ИГИЛа, ну а Россия стоит на стороне правительства Башара Асада. Поводов для недоверия у России и США в отношении Сирии немало. К примеру, в августе 2013 года, когда сирийские войска применили зарин против мирного населения Восточной Гуты, это пригород Дамаска, президент Обама был готов отдать приказ наносить бомбовые удары против сирийского правительства. Зарин – это запрещенный газ нейропаралитического действия. Тогда, по самым скромным оценкам наблюдателей, в Восточной Гуте погибло более 300 человек. Американские бомбовые удары по позициям войск Асада предотвратила Россия. Им удалось уговорить сирийское правительство уничтожить запасы химического оружия. Однако, как выяснилось, позже не все запасы были ликвидированы. Зарин больше не использовался, зато в ход пошел хлор и иприт. Через 2 дня после провала переговоров между Путиным и Обамой в Алеппо, на район Суккари, находящийся в руках у повстанцев, были сброшены баррельные бомбы, начиненные хлором. В результате 1 человек погиб, более 80 отравились. Эти кадры распространили сирийские белые каски. Это спасатели, которые выезжают первыми на места взрывов и обстрелов. Устрашающие кадры детей, страдающих от удушья, пытающихся как можно быстрее вдохнуть кислород. Спасатели везут их в больницы, где им срочно надевают кислородные маски. В августе эксперты ООН по химическому оружию подтвердили факт использования правительством Сирии хлора и иприта в качестве химического оружия. Таким атакам подвергаются жители районов подконтрольных оппозиции. Алеппо разделен на несколько частей. На этой карте красным обозначены правительственные районы, зеленым оппозиционные. Черные – это территории так называемого исламского государства, а желтые контролируют курды. На этой же карте обозначена линия обеспечения, которую пытаются прорвать оппозиция и правительственная армия. На стороне сирийской оппозиции сражаются формирование свободной сирийской армии и происламистская организация Аль-Нусра. Силы Асада поддерживают иранские военизированные формирования и российская авиация. Ситуация, которая сложилась сейчас, это блокада, которую правительственные войска установили уже 2-й раз на контролируемые оппозицией районы Алеппо. Бои в основном идут в юго-западной части города, где армия закрыла людей в кольцо, а оппозиция пытается его прорвать. На самом деле, для формирования сирийской армии тяжело отбить жилые кварталы у повстанцев, потому что в боях внутри города преимущество у повстанцев. Стратегию, которую силы режима обычно применяли при захвате населенных пунктов, это взять блокаду и уморить голодом местное население и повстанцев для того, чтобы они были вынуждены сдаться. Эта тактика сработала в пригороде Дамаска-Дарая и в городе Хомс. И посреди всего этого жители Алеппо по обе стороны пытаются просто не умереть. Речь идет о более 1,5 миллиона человек. В худшей ситуации оказались жители оппозиционных районов. По оценкам ООН, там остается около 250 тысяч человек. Они в блокаде. ООН вот уже больше месяца просит международных переговорщиков по Сирии обеспечить гуманитарный коридор для доставки туда продовольствия и медикаментов. Однако до сих пор сделать этого не удалось. На подконтрольную сирийской армии части Алеппо гуманитарную помощь доставляют российские военные. По крайней мере, об этом сообщают российские СМИ. Это кадры агентства Раптли, снятые, как они утверждают, в Алеппо. На них вы видите медикаменты, доставленные россиянами. В рамках гуманитарной операции, проводимой в Алеппо Министерством обороны Российской Федерации, доставлены медикаменты около 1 тонны так называемого гуманитарного груза. Вот только непонятно, как сирийские врачи будут излечать эти медикаменты, если все названия написаны по-русски. Госсекретарь США Джон Керри по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сказал, что им нужно время для достижения компромисса по Сирии.
Я все время говорю, что мы не должны торопиться для того, чтобы достичь успеха в этом вопросе. А для жителей Алеппо, которые каждый день подвергаются бомбовым ударам и которым уже просто некуда бежать, вопрос времени – это вопрос жизни.